Друзья, всем привет! Вчера ночью вернулся с двух, ну можно сказать, с трехдневной даже рыбалки. 2 ночи провел в избе. Проверил все-таки те озера, которые я уже хотел с самого начала зимнего сезона проверить, но не мог туда было добраться. В общем, проверил. Льда нет, есть глубокий снег, есть каша. Намучился, находился, набурился, наездился. В общем, рыба не клюет, скажу сразу. Кто хочет увидеть то, что там кучу рыбы я поймал, этого не будет. Рыбалки практически никакой не было. То есть рыбалка была, рыбы не было. Так что, кто хочет смотреть, как вытаскивать рыбу из лунки, можете выключаться сразу и уходить. Скажу вам честно, рыбы я не поймал. Но 2 ночи провел в избе. День заезда, 2 суток получается. Проверил 3 места, 2 озера и протоку. Поначалу изначально я не хотел даже было выкладывать ролики. Ночью приехал, замерзший, у нас минус 32 градуса, по ветру ехал. Околел я вчера капитально. Замерз, без всякого настроения, думал, нет, никаких роликов не будет. Выспался, проснулся сегодня утром. Глянул снятый материал, все-таки думаю, нет, стоит все это, друзья, показать на канале, хотя бы по той причине, чтобы, кому-то это интересно смотреть. Во-первых, для меня самого, оставить то, что вот след. Раньше, когда не было камер, когда не было ютуба, у меня где-то, наверное, тетрадок 5, наверное, я все это садился в избе и брал ручку и записывал, что как прошел день, где был, что поймал, на что ловил. Вообще типа дневника что-то у меня такое было. И у меня где-то в блокнотиках, где-то в тетрадках все это записано. Теперь я уже после того, как создал канал, получается, с 2017 года эти блокнотики полностью забросил. Теперь у меня все это есть на ютубе. Конечно же, оригиналы моих роликов я оставляю на жестком диске. У меня 2 терабайтных диска уже жестких, подоспевает уже, скоро пора уже 3 терабайт. Надо купить терабайтовский диск и перекинуть с компьютера, потому что в компьютере уже достаточно много роликов. Вот эти 2-3 ролика сделаю, у меня будет уже 800 роликов создания канала. Так что все это у меня в архиве. Этот архив в первую очередь для вас. И, конечно же, это важно очень для меня. Все-таки решил, ролик я сделаю. Судите сами, интересно это, неинтересно. Для меня это было интересно. Я, кроме того, что намерзся, набурился, немножко намучился с наледью, это удовольствие я свое получил. Разрядка, как говорится, была. Разрядка была и зарядка от природы я тоже получил. Настроение предновогоднее у меня прекрасное. Готов к встрече Нового года по полной. И, друзья, вас хочу поздравить также с наступающим Новым годом. Огромное спасибо тем, кто остался на моем канале, несмотря ни на что. То, что немножко необычно я все это показываю, кто-то, может быть, скрывает что-то. У меня все на канале по-честному, все напрямую. Так что и на этот раз предлагаю вашему вниманию, это, наверное, скорее всего будет 3 части. День заезда, 2-й день, 3-й день, день выезда. Как получилось снять, несмотря на мороз, так получилось. Коротко я покажу, что я делал, чем я занимался эти 3 дня. Всех с наступающим Новым годом. Всем здоровья, всем счастья, всем удачи. Приятного просмотра. Однажды в студенную зимнюю пору на рыбалку я поехал. Всем привет, друзья! Зимняя студеная пора действительно была. Вчера еще утром было минус 35 градусов. Сегодня утром было еще где-то около минус 22. А сейчас, как мы видим, уже минус 12 градусов, резкое потепление. Но обещают метели, все такое. Ничего страшного. Самое главное, мы наконец-то выехали на рыбалку. Это будет последняя рыбалка 2021 года. Крайне последняя, кто как умеет, кто как понимает.
В этом году будет последнее, это точно, потому что надо все-таки сделать завершение той рыбалки и возле родной деревни привезти буксировщик. И с Нового года у нас будет уже совершенно новая рыбалка, совершенно новые места. Мы поедем на буксировщике туда, где в этом году мы еще не были. Почему наконец-то? Да, потому что после того, как уехал Андрюха, я хотел через пару дней было поехать, не получалось. Одно, другое, третье, домашние дела, то морозы, то, ну, были дела, я просто не получалось у меня никак выехать. Вот и сегодня выехал на ночь глядя, потому что уже время где-то полдень. С утра побегал по магазинам, вот, затарился немного, везу брату новогоднюю жидкость, вот в стеклышках, я не знаю, видно, не видно, вот полная сумка там, шампусик, коньячок, все как полагается, комбикорм 2 мешка, подарок коровушкам. Ну, брат написал сообщение, что купить, побегал по магазинам, закупился, собрался сам, набрал бензину, немного бензина есть в деревне, и все, выезжаем в деревню. Вот что мы наблюдаем возле нашей мусорной помойки, которая уже засирает не только за забором, как мы видим, вот она, вот она, вот она, все уже валяется на дороге. Это вот так вот, вот она мусорка там, вот все валяется на дороге. Это зверье, воронье, вот черные вороны, все растаскивают, нет никакого ограждения, нет никакого бетонного покрытия. Стыд и позор тем, кто такое придумал. Придет весна, и все это будет стекать весенними водами вот в этот ручей, который вот сразу за поворотом идет. И все потечет в нашу матушку Печору, загрязняя и так загрязненную реку уже. Вот такой вот бардак у нас творится. Никому не дело совершенно. Просто устроили помойку возле дороги, посреди леса, возле реки. Тут река буквально в километре, наверное, река Печора уже, в которую падает ручей, всем наплевать. Ладно, не будем о грустном. Выезжаем ориентировочно на 2-3 дня. Посмотрим, как пойдет рыба. Может быть 4. 27, 28, 29 или 30 я вернусь. Отметим Новый год и... Ну а дальше будет уже то, что будет. Пока это, друзья, завершающая рыбалка. Скорее всего, эти кадры вы увидите после Нового года. Ну а если я успею сделать этот ролик до Нового года, то всех, друзья, с Новым годом, счастья, здоровья, будьте добрее, и мир вам ответит добротой. Все, друзья, встречаемся в деревне. Наш ураган уже соскучился по поездкам. В общем, впереди у нас ждет интересная рыбалка. С рыбой будет она, без рыбы, без разницы. Мы будем стараться. Погнали. Ну вот мы и в деревне. Здравствуй. Здравствуй, моя деревня родная. Здравствуй, мой родной дом родительский. Вон сколько снега уже накидало. Вот он, мой ураганчик стоит. Ждет, не дождется. Когда уже мы рванем. Все, друг, все, приехал, я приехал. Сейчас поедем. Сейчас мы поедем. Ураганчик мой хорошенький. Все. Сейчас зайдем, посмотрим там что, ведра, не ведра, и поедем. Так, ну что, ураганушка, попробуем. Так. Так.
2 недельки не заводили, стояли морозы. Сейчас посмотрим. Кран не помню, открывал, закрывал. Кран открыт. Так, ну что, с Богом. Ну, умничка. Умничка моя хорошая. Если морда кирпичом, ждать мороза нипочем. Так, сейчас снежок уберем. Постелим одеяльце. Загрузимся и поедем. Времени остается все меньше и меньше. В избу, скорее всего, приеду уже по темноте. Ну что, главное добраться до места. Там уже разберемся. Едем до машины. Там все распакуем. Еду на 2-3 дня. Барахла набрал как будто на неделю. И это каждый раз так. Поехали. Пошли грузиться. Упаковался по полной, заезжал к себе на дачу домой. Там у меня лыжи были, палаточка. Он заехал в подъем по целику. Корыто, правда, оставлял вон. 2 рюкзака, ведро пропитания, бензин. И что у нас? Ну все, вот лыжи взял, верлицы. Затарился по полной. На улице уже темнее, так что приедем, уже избу будет темно. Ну ничего страшного. По пути еще проверим. Там у нас 7 палочек осталось. Глянем, может что там есть. На налимчика оставлял. Как бы надежда маленькая, но есть. Погнали. Все. До свидания, Попча. Так, друзья, добрался до развилки. Уже почти темно. Кругом следы, я не пойму, волчьи, лисьи. Вот здесь кругом нахожено. Здесь стоянка лошади. Мужики здесь тоже стоят, палки. Мне дальше надо ехать. А сейчас проверим наши 7 палок, что оставалось, насаженные на маленьких налимчиков, потому что прошло уже где-то около недели с последней проверки.
не поднял. Думаю, все равно поеду на рыбалку. Есть надежда. А вдруг? Вот сейчас посмотрим. А проверить надо, потому что если что попалось, чтобы не стухло. Так бы, конечно, я уж поехал, пока светло до избы. Ну ничего, под фонариком доедем. Погнали. Погнали, погнали. Блин, снегу нападало уже. Еле-еле проезжаешь. Вон, а парнишка ловит все. Так, он ходит туда, нам надо туда. Ладно, погнали. Дорогу замело. Надеюсь, на реке наледи нет. Вроде нет. Добрались до наших палок. Снегу, конечно, намело километр. В общем, будем так. По одной палке, где вот осталось. Здесь вот 2 палки проверяем. 2 палки. Тут все поднято уже. Там где-то вроде бы одна была. Ну, в общем, посмотрим, что попало, не попало, мы сейчас увидим. Так, ну что, 2 лунки готовы. Смотрим. Тут у нас еще и тюрьма. Даже несколько малявок есть. Так, ну а здесь болтается налимчик. Как болтается, как болтался, то есть так и болтается. Болтайся дальше. Живых налимов, короче, всех оставляем. Если что, на обратном пути поднимем. Как бы еще пару дней есть надежда. О, вода упала. В принципе, она сейчас полметра упала. Стало так же, как и было, в принципе. И вот так вот, чтобы не замерзло. Так все вот это засыпаем снегом. И получается, не страшны никакие морозы. Все будет в шоколаде. Так. Ну, здесь у нас 2-я палочка. А здесь никого. Эту палку поднимаем. А налим был, мелкий налим. Или он сам убежал, или кто-то попадал и сошел. Так, ну ладно, встречаемся на следующей палке. Так. Ну что, смотрим. Здесь у нас был продольник. Я не помню, наживлял ли, не наживлял мальками его. Но маленький налим здесь один был точно. Небольшая натяжка есть. Скорее всего, этот маленький налим
Мальки подохли. Дергается, скорее всего, сдох, наверное. Так что будет коту гостиниц. Нет, дергается. Дергается. Ну, значит, тебе амнистия, друг. Вот так вот, иди гуляй. Помучился немножко, но ничего страшного. Вроде нормально, не так глубоко заглатывал. Должен выжить. Все, а продольник поднимаем. И последняя палка. Или здесь, или нигде. Нигде. Живой налим. Поплавай еще немножко. Если пару дней еще потерпишь, мы и тебя выпустим. Ну все, проверку закончили. Налима нет. Засыпаем. И прямым ходом до избы. Поднялся ветер. И такое ощущение, что уже далеко не 13 градусов. А все 30, блин. Холодает, что ли? Не знаю. Все, помчались. Потеряться бы. А, все. Ну и снег. Ходил, проверил, есть ли на озере вода. Не знаю, как дальше. На Буранке вроде сухо. Пробуем. Пробуем штурмовать. Подъем. Если не сможем, придется цеплять корыто потом. Так. Ладно, пробуем, друзья. Нормально получилось. Вот она, избушечка. Круг почета. Ну что, пойдем поздороваемся с избушечкой, посмотрим, что там и как. Батарейка села на фонарике, не знаю, что видно, не видно.
Сейчас посмотрим. Дверь приоткрыта, чтобы не потело, чтобы изба дышала. Ну, здравствуй, изба. Дрова на растопку все есть. Также и я, когда буду уходить, сделаю и оставлю дрова. Ну что, все, перетаскиваем все свое имущество сюда, делаем освещение и будем топить печь, растапливать. Доехали с Божьей помощью, и время у нас 16:25. Пошла жара. Так. Надо. Да будет свет, сказал монтер. Ну вот и свет. Печка топится, изба потихонечку нагревается. Замерзла вся. Вон, смотрите, вот пока не растаяло. Так вот выглядит окно. Полностью все проморожено. Пол тоже весь в инее. Везде зайчики. Зайчики. Мышки тоже бегали. Все. Воды. Привезли воды 20 литров. Поставили чайник уже. Шипит там. В общем, потихонечку будем устраиваться. Сейчас разложу аппаратуру. Одно, другое, третье. В общем, все сделаем. Пожалуй, перекусим. Ну и так как немножко еще рановато ложиться спать, мы, наверное, все-таки поставим несколько жерлиц, если у нас, конечно же, сохранились живцы. Надеюсь, они сохранились. Возьмем фонарик, поменяем батарейки. И вперед. Часика 2-3 пробуримся, поставим. Завтра уже будет надежда, что что-нибудь доклюнет. А пока давайте все разложимся и попьем чайковского. Перекусим что-нибудь. 18:27. Вот это быстро я приготовил. Ну все, в принципе, все сделано. Избушечка уже согрелась. Установил градусник уличный. Так, в избе у нас уже наверху 15 градусов. За бортом вот там на улице 13,6 ниже 0. Давайте, друзья, пообедаем, наверное. А на обед у нас сегодня жареная картошечка с дичью. Почему я пока не разделся? Потому что все-таки я сейчас перекушу. И до того, как лечь спать, все-таки схожу я с фонариком на озеро, как я вам говорил уже. И поставлю несколько жерлиц для пробы.
созванивались с Серегой. Серега, вы знаете, Серега Сухты. У него тоже есть канал рыбалки и охоты в Республике Коми. Сказал, Гена, если получится, подъеду. Но, видать, не получилось, потому что работа, работать некому, поменяться никак, ни с кем. Так что придется мне одному рыбачить. Так, видно, да? Это вам. Это вам. Присаживайтесь, устраивайтесь поудобнее. А сегодня мы попробуем напиток Kia Камалых Игорь Александрович. Бальзам дальневосточный. Как я вам показывал уже, я так и дегустацию еще не пробовал. Понюхать нюхал. Запах это просто обалденный. А пробовать так и не пробовал. Так что давайте мы сейчас с вами вместе попробуем этот напиток по половиночке. Чисто для аппетита. Снимем пробу, так сказать. С бальзамчиком, с картошечкой жареной, с дичью. Не знаю, что у нас получится, какая у нас получится рыбалка. Но то, что уже мы в избе, уже хорошо. В избе мы в этом зимнем сезоне здесь уже побывали. С Иваном Григорьевичем, с Игорем. Разик. И вот что-то я не нашел свою плиту газовую. Я почему-то понадеялся на эту газовую плиту. Созванивался Иван Григорьевичу, что-то трубку не берет. Или мы забирали, я почему-то думал, что здесь оставлял. Котелки, чайники, все здесь. Плитки газовые что-то нет. Ну ладно, разберемся, что и где. Так что давайте, друзья, ваше здоровье. Предновогодняя рыбалка начинается. Попробуем. Пахнет травами, всякими разными. Крепко чувствуется. Приятно. Пробуйте, пробуйте. Спасибо, Игорь Александрович. Напиток супер. Как бы мой хорош. Но скажу честно, ваш напиток лучше. Вещь. Мне еще учиться и учиться, оказывается. Я думал, лучше моего напитка нет. Оказывается, есть. Вкусняшка. Я уже говорил вам, день заезда всегда стараюсь брать с дома, чтобы не тратить времени. Сел, подогрел. Если долго жить, конечно, будем готовить, но в основном я сегодня взял консервы, которые делал сам. Там каши, рыбные консервы, картошечка с мясом. Так что приехал на 3-4 дня, но я так думаю, то, что я привез, можно спокойно 2-3, а то и 4 спокойно пропитания хватит. Тем более то, что я еще оставлял в прошлый раз консервы. Вот они в ящике здесь снизу. Нормально. Пока не забыл, хочу сразу вам сказать насчет точилки Жук, который вот последний ролик был, который я выпустил до отъезда. Кто там, что там только не пишут. То, что можно точить вручную, все это херня.
эти точилки в смысле. Кто-то пишет, что дорого. Да, тот набор, если покупать в наборе, дороговато, конечно. Но, я вам скажу, там же можно, допустим, с ними созвониться и без набора, просто заказать чисто точилку, самый минимальный набор, бруски. И, скажем, если вам только надо для заточки ножей ледобура, отдельно выписать вставочку для ножей ледобура и все. Ну, еще одну вставочку для ножей, там, скажем, и все. Цена уже заметно снизится. То есть без коробки, без всего этого. Что я вам хочу сказать, ну, то, что можно вручную точить. Вы представляете, я вот 2 дня сейчас точил ножи и обнаружил, что очень много ножей уже испорчено. То есть я сначала взял угол, который, ну, от заводских ножей, вот новые ножи, просто ни разу не точенные. Угол взял и потом по этому углу точил. Где-то угол острый стал у ножей, это все выравнивал, это очень много снимал. Где-то тупой. Очень много заметил ножей испорчено, то есть они не прямой угол, вот допустим, а углы вот слизаны, потому что на наждаке я точил, вроде бы ровно все держал, старался угол держать. Наждак, видать, тоже неровный, идеально ровно не подтачивал. Где-то, скажем, ложбиночка, где-то, ну, короче, я, наверное, ни одного ножа не видел, то, что идеально сохранился угол и заточено было правильно. Куча косяков. Кроме этого, я еще столько же ножей, наверное, сколько видели в ящике, просто выкинул до этого, потому что они уже непригодны. Кто-то говорил, что надо точить плоскость, а не угол. Все это фигня. Ну и что вы точите плоскость, потом эти болты торчат. Ну, точить надо угол. Правильно Серега сказал, Башко. Ножи я наточил. И взял с собой 4 пара. 5-я пара у меня на ледобуре. Потому что рыбачить я буду на озерах. Песка, камней здесь нет. Надеюсь, хватит. Ну, согрело, все хорошо. Так что сейчас перекусим, попьем чайковского. И спать не ложимся. Одеваем фонарики и идем на озеро. Посмотрим. Лишь бы воды там... Вода-то есть немножко, конечно, но лишь бы много не было. И лишь бы были живцы живы. Поставим, я так думаю, для пробы пока около 10 жерлиц. Ну, посмотрим, что там, как там будет. А там видно будет. Завтра с утра проснемся, посмотрим. Если есть сработки, хорошо, то мы все жерлицы, что у меня есть, просто выставим на озере. И будем рыбачить завтра здесь. А послезавтра поедем на другое озеро. Если ничего не получится, то уже завтра поедем на другое озеро. Вот как-то вот так, вот такие вот планы. В общем, это у меня обед. 7 час у меня обед. Наверное, сегодня ляжем часиков 10, не раньше. Приехал я на озеро. На озере очень много воды. В общем, сделал 1 круг, 2. Пару раз врюхался в слуд, в наледь. Немножко пришлось выйти, потолкать. Почистил опять. Тудым-сюдым прокатился. В некоторых местах аж по колено воды. Ну, за ночь это все примерзнет, и завтра, я надеюсь, уже буду ходить по тропинкам. Замерзла. Вроде вода на льду. А видать, морозы были до того, как воду выдавило. Хорошо замерзла. Главное сейчас, чтобы живцы живые были. Особенно те, которые уже побывали у Андрюхи на двойниках. Лишь бы они выжили.
Иначе у меня живцов нет, кроме этого. Опа, опа. Что-то живое, что-то дохлое. Нормально. А он дохлый. Подох. Еще один там дохлый вроде бы. Так, еле живые, скажем так. Но живые есть, это уже хорошо. В общем, как ставим жерлицы, я думаю, все знают. Интересного мало. А вот проверять, я уж думаю, вот это будет интереснее. Так что, друзья, луночки у меня пробурены, жерлицы готовы, живцы есть. Пошел ставить жерлицы. Пока выключаемся. Холодает, минус 15 уже. О, да будет свет. Поставил где-то 7 или 8 жерлиц. Околел. Ветрище там. Вот все замерзло. Живцы еще остались. Сейчас попью чаю. Отогреюсь. И здесь возле избы еще поставлю. Ну сколько тут? Штук 5 только еще поставлю, наверное. Только надо согреться. А то я сначала вспотел, пока топтал дорогу. Потом замерз. А это не есть хорошо. Согреюсь и дальше. Сколько у нас по времени-то хоть? Опа-на. Никуда я не пойду, наверное. Без 15-11 уже. Все. Никуда я не пойду. Топим печь. Пьем чай. И ложимся спать. Утро вечером мудренее. Все. Ну вот и подошел день к концу. Вернее, он уже закончился. Изба согрелась. Кушать не хочу. Обед у меня получился поздним. Так что до сих пор желудок полный. Вон Чайковского пью с трубочками. Так что я сегодня с трубочками от Валентины Васильевны. Все пофеншую. Свеженькие только сегодня испекли. Значит, удача должна быть.
сушится одежда. Он все сырое, футболка насквозь сырая. Старое одеяло вот повесил, чтобы не дуло с дверей. В принципе, все нормально. Печка топится. Сейчас она, изба согреется. Полностью уже. Я сырые дрова бах-бах. Поддувало закрываю. Спальный мешок. И я так думаю, часика 3-4 я посплю спокойно. А время уже 23:56. День заканчивается в воскресенье. Завтра начинается новая рабочая неделя. Ну и сколько у нас? Посмотрим по результатам. Что да как. Там видно будет. Ну а коль мы уже достали телефон, давайте пару скринов зачитаем. А то давненько уже не читали. Так, ну что, поехали. Привет Александру Строганову. Писал он кролику, где у нас рыбалка с Андрюхой была. Пишет: Геннадий, доброе утро, сразу лайк. А от тебя привет в эфире Новгородской области, городу Боровичи. Так что город Боровичи, Александр Строганов, привет с лесной избы. Пользуясь случаем, хочу поблагодарить Сергея Вадимовича Фролова за материальную поддержку. Сообщение: Геннадий, привет, семья Фроловых, город Москва. Огромное спасибо. И тут же сразу, это вот 7 декабря было, и 6 декабря Михаил Михайлович Малышев. Огромное спасибо. Каждая копейка в дело. Бензин дорожает сегодня. Был на АЗС. Просто в шоке. Это за последний месяц где-то рублей на 5, наверное, бензин подорожал. Почти полтинник уже стоит. Так, ну чё. Анна Беспалова. Геннадий счастливый, помолодевший. Значит, рыбалка на ура, да еще с таким налимом. Это когда был крупный налим с Андрюхой. Александр Зубрев. Геннадий, привет из города Тамбова. Отличные видосы. Держи в том же духе. Удачного отдыха на трудовых рыбалках. Если можно, передай привет моей супруге Елене и дочке Веронике. Удачи. Так что семья Зубревых, Елена, дочка Вероника, сам Алексей. Огромный вам привет с лесной избы. Вот. Александр Пархачев. Привет, Гена. Смотрю всегда, пишу редко. Удачи тебе, передай привет в Летку в следующем видео. Следующее не получилось. Получилось как получилось. Прошло уже где-то около месяца. Александр Пархачев, Летка, это Прилуцкий район, юг Республики Коми. Так. Ну и вот Серега Сазонов отправил мне стихотворение. Мой друг, пора на хутора. Там среди унылой серой хери нет преопаснейших бактерий для нашего с тобой нутра. Там браги сварим мы бидон, нарежем сало, хлеба, лука, и ни одна болячка, сука, не пошатнет здоровье трон. Александр Сергеевич Пушкин, 1833 год. Как актуально в 2021 году. Так и есть. Ну и напоследок, на пасашок, как говорится. Все. Печка раскочегарила, сейчас чайник зашипел, заправлю термос и баюшки-баю. И на пасашок хочу прочитать стихотворение Антона Назарова «Первый снег». Снег далеко уже не первый, навалила уже мама не горюй, где-то по пояс. Метр снега это точно есть, в этом году очень много снега. 20 октября он писал этот стих. Как лебединый пух, застенчиво и нежно, ложится первый снег на опустевший двор. И все, как будто спит так сладко, безмятежно. Лишь воробьи гурьбой ведут о чем-то спор. Прозрачен воздух, свеж, за дальним переулком поникли тополя, закрыв резную даль. И дятел на ольхе холодным мертвым стуком
пронзает тишины застойную печаль. Струится малахит с ладоней темных сосен, отчетливей берез безликий голый стан. Быть может, от того, что воздух так морозен, они простерли ветви к серым небесам. Гуляет по дворам несмелый вольный ветер, снежинкам задает все веселее бег. Мне кажется, что нет нежней на белом свете и чище ничего, чем этот первый снег. Антон Назаров, я уже говорил, ни разу у Антона тоже есть свой YouTube канал на Вятской земле, вроде бы. Ссылочку оставлю вот здесь вот. Заходите. А еще у Антона очень много стихов, они с отцом, я уже говорил вам. Антон пишет стихи, отец Николай Назаров музыку, и получается вот такие вот песни. Ну вот и все. Ложимся спать сегодня без Рыбацкого. Просто устал. День заездом всегда тяжелый. Хочется, конечно, завтра утром спуститься на озеро и посмотреть. И чтобы хотя бы 1-2 флажка загорелись. Хочется все-таки. Ну нет, так поедем на другое озеро. Будем искать. До завтра, друзья. Завтра будет день, завтра будет утро. Завтра мы проснемся, позавтракаем. И целый день с вами будем на рыбалке. Бурвой. Бурвой по комету. Спокойной ночи. Всем пока. До завтра.